знаем, почему мы здесь собрались. Не от радости. У всех в каждом доме какое-то есть горе. Кого-то увели, кого-то убили. Мы стоим уже с 12 числа, село Цацанюр. Я обращаюсь к руководителям России. Я не называю их по именам. К россиянам. Я сама, так же как братьям и сестрам, я именно подчеркиваю братьям и сестрам, я сама по национальности русская. Я живу здесь среди чеченцев 33 года. Ничего я за ними никогда не замечала. Если случится какая-то беда, всегда поставят плечо дружбы, опоры. Почему не оставляют наших сыновей, детей, братьев, отцов? Сколько уже произошло у нас проверок, говорят, зачистки. Но они зачищают не только это, они очищают дома, все грабят, а потом в ночное время начинают бомбить окраинные села. И у нас находится вот такое положение. Вы видите перед видео. Мне хотелось бы сказать, почему все село наше увели на проверку. Вроде говорят, компьютерная проверка. Полностью село от великого до большого, от малого до большого увели. Но где отметка в том, что они прошли компьютерную проверку, что они невиновны? Повторно и повторно повторяют уводить этих людей. Мучают. Но в этих проверках, как говорится, зачистка. Они там их мучают, убивают, отрезают уши, пальцы, спины, отбивают почки. Правда говоря, мне неудобно перед мужчинами сказать, но все-таки я скажу, я обращаюсь к вам, матери России, матери, сестры, обращаюсь к вам с таким вопросом, чтобы вы стали вместе с нами, в один кулак выезжать нужно, все боли наши, у вас такой же печаль, такая же боль, как и у нас. Ваши дети погибают, как и наши. Вы придите хоть один сюда, посмотрите на ваших детей, которые они грязные, вшивые, грязи на них, закопченные. Я не говорю о наемниках. Наемники мы знаем, они убийцы, они ради наживы, ради грабить приезжают сюда, ради денег. Но я не говорю о них. Подумайте о своих сыновей, которые призывают за призывников. Ну, ой. Вот наши без вести пропавшие. Сейчас все скажу. Призывают их, наших детей тоже в то время, когда была Россия, Советский Союз, наших детей тоже призывали. Под предлогом чеченцев посылали в Афганистан убивать наших мусульман. Сколько трупов поступило в наше село? Это всем известно. Поглядите на вот эту стену, говорят. Это все пропавшие, убившие. У каждого есть мать, отец, братья, сестры. Помогите нам. Я обращаюсь к вам с помощью. Не то, что я вам говорю, какой-то ультиматум. Просто хочу, чтобы наших людей оставили в покое, наших сыновей. И чтобы каждый день не лили слезы перед этими трупами. Это еще не все. Я хочу сказать. При проверке увели наших людей. Им отрезали уши, отрезали нос, пальцы. Но это еще не все. Но они насмеялись над трупом. Каждый свою веру несет. Мусульман мусульманскую, христиан христианскую. Почему они надругались над трупами, вырезали крест? Это не нацизм. Это во время немцы, нацизм мы говорили, когда вырезали у солдатской звезды. Это такое же, они повторяют положение. Нацизм повторяет положение. Я обращаюсь, женщины, встаньте, помогите, матери. Когда-то поэты, русские поэты воспевали наш Кавказ, нашу Чечню. Были красивые леса, были горы. Все, сейчас и горы у нас разгромлены. Поглядите, где леса. От этих лесов остались только ожоги. Я уже и не знаю, что говорить от волнения. Вот. Посмотрите на обвалины домов. Город был красавица город. Что осталось от города? Одни руины. Так где же? Это второй Ленинград? Почему же вы не подумаете о том, что нужно нам мир? Только мир. Мы можем
совместно согласоваться и составить это положение, совместно прийти к мирному положению. А если мы так будем друг друга называть бандитами, вы нас, мы вас, мы не придем к единой цели. Давайте встанем мирно, дружно, за мир, за наших детей, которые погибшие. Мы несем траур уже с 12 числа. День и ночь стоят люди, не смотрят. Дождь, снег, мороз. Все стоят. Дети, женщины, старики. Вы где видите бандитов? Поглядите хоть на одного, есть оружие у нас. Скажите, но если доведете нашу Чечню, я вам гарантирую, возьмем вилы, косы, лопаты, палки, все, что бы ни было у нас, но мы встанем, пока мы обращаемся с миром, с дружбой. Встаньте на защиту нашей Чечни, помогите нам. Я не хочу, чтобы каждый день повторялось вот это положение. Это не первый, за неделю мы уже стоим второй раз. А еще сколько будет, неизвестно. 80 человек в селе похоронено, а сколько неизвестных, уведенных. В каких краях они находятся, в каком месте, мы не знаем. Я сама, не то что я от страха стою здесь и говорю вам, обращаюсь к России, так как сама я русская, я подчеркиваю, да, я русская, но я стесняюсь своей нации, потому что этот народ страдает ни за что. Может быть, вы скажете, что меня, как говорится, под страхом поставили сюда, говорить, нет, это ваши солдаты, которые заставляли под дулы автомата подписывать протокол о том, что прошли эти зачистки в нормальном положении, никому не привели ущерб, не было жертв. Это не такое положение. Я, как мать своих детей, также этих родителей, своих сыновей, братьев, сестер, отцов, я встала здесь на защиту нашей Чечни. Помогите, еще раз я обращаюсь к вам. Если уже этот голос не дойдет до России, все равно любыми путями Чечня встанет на ноги, победит, и будет она жить всегда цветущей. Все.